В новом майском указе президента страны Владимира Путина о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года развитие креативной экономики обозначено как одна из национальных целей развития страны. В республике действует Институт развития креативной экономики, Корпорация развития Якутии. В 2022 году начал работу первый в стране креативный кластер «Квартал труда», чьи резиденты пользуются льготами территорий опережающего развития. В том же году Якутия была признана лучшим креативным регионом по итогам Российской национальной премии в сфере креативных индустрий. Якутия – признанный лидер в развитии креативных индустрий на Дальнем Востоке и по России в целом. Республика единственная из субъектов Дальневосточного федерального округа, попавшая в десятку регионов страны по цифровой зрелости. Свой опыт регион представил на международной выставке в форуме «Россия», а также на федеральном форуме «Цифровой алмаз», который прошел буквально несколько дней назад. Сфера креативной индустрии очень широка и разнообразна. В ней могут быть и технологические проекты IT-компаний, кино, музыки и, конечно же, моды. Сегодня мы поговорим об этом и о том, как развивать свой бизнес в Якутии в сфере продаж модной одежды, одном из ключевых направлений креативной индустрии республики. Иногда самый прочный и успешный бизнес вырастает не в тепличных условиях столиц, а там, где, кажется, нет для него никаких предпосылок. Наша сегодняшняя история именно об этом. О человеке, который 2 десятилетия назад решил, что жителям самого холодного региона страны тоже должно быть доступно чувство стиля, красоты и новизны. Она не просто продавала одежду, она меняла представление о возможном, преодолевая расстояние, климат и скепсис. А потом пошла дальше и создала целую платформу для местных творцов – торговый дом «Ленские столбы». Итак, как построить модную империю на вечной мерзлоте? В чем секрет долголетия и актуальности бизнеса? Об этом нам расскажет Ирина Владимировна Вахольдер. Здравствуйте, Ирина Владимировна. Здравствуйте. Я очень рада, что вы пришли к нам на интервью, потому что ваш опыт будет очень полезен для наших телезрителей. Ведь ваш бизнес на рынке Якутии уже больше 20 лет, если я не ошибаюсь. Лет. Даже 30 лет. 32 года было в этом году в июне. Да, и это огромный срок для любого ритейла, а для модного тем более. Климат сложный, логистика – это особая история. И в чем ваш главный секрет выживания и успеха? Расскажите, пожалуйста. Спасибо, что пригласили. Мне очень приятно поделиться опытом. Мне это нравится. Я люблю рассказывать, потому что это полезно для многих людей. Я бы так сказала. Главный успех — это, наверное, наша команда. Любой бизнес строится от команды. Если она есть, то все получится. И всю свою жизнь мы вместе с мужем создавали эту команду. Скажем так, первая наша команда — это как раз мы с мужем вдвоем, приехав сюда после института, в Якутск по месту жительства мужа, по распределению в 90-е годы, мы, скажем так, окунулись в начало изменений в нашей стране, которые коснулись и нас. Нам приходилось выживать. У нас родилась дочка сразу, вторая, сын пошел в 1 класс, муж работал, были сложности, и зарплаты, и все. И как-то потихоньку я начала шить, вязать, как-то что-то, какие-то заказы выполнять. И так потихоньку что-то как-то мы существовали, и уже после долгих, скажем, невыплат муж получил деньги и решил съездить, начать с чего-то, что-то привезти, потому что одеваться было не во что. Если вы помните, Абсолютно практически помню, да. Ничего нельзя было купить. Я все шила сама, и мужу, и детям. И я понимала, что мы вместе понимали, что надо что-то делать, потому что, ладно, мы себе как-то шьем, себя обеспечиваем, но есть потребность у людей. И мы потихоньку стали создавать этот бизнес, который рос, и стали создавать, главное, команду. Да? Мы всегда искали людей, которые не просто идут в продажи, а которым нравится общение. То есть основной принцип наш был в том, чтобы выстраивать партнерские отношения.
не только с партнерами, да, с кем мы работали, но и мы наших покупателей тоже называем партнеры. Это наши гости, Ну, которые к нам да, приходят. экологично. Да, мы должны с ними выстраивать отношения, и это должно нравиться. То есть если это не нравится, то человеку не нужно идти в этот бизнес, заниматься чем-то другим. Поэтому основа — это, конечно, наша команда. Мы сами учились, я ездила на курсы на все возможные, чтобы понимать, как выстраивать именно торговый бизнес. У нас технические специальности. Я, к примеру, робототехник, инженер робототехнических систем и комплексов. Как интересно. Да, муж, он управление системами. Ну, то есть мы вот совершенно не из продаж. И приходилось, да, учиться, приходилось ездить на какие-то курсы. И все, что я привозила, я делилась с нашей командой, с нашими ребятами, сама их обучала, проводила семинары, тренинги. Это была вот наша основа нашего успеха. А как вам помог ваш опыт, вот именно в технический опыт, в техническом плане? Это как-то отразилось на построении вашей бизнес-модели? Конечно, мне кажется, основа вообще всех предпринимателей — это именно образование не столько техническое, наверное, сколько выстраивание, логистика, выстраивание систем, выстраивание отношений. Это блок-схемы, это то, с чем мы всегда работали, чему учились. И мы, и я, и муж, мы хорошо считаем. У нас нет проблем с Excel, с какими-то программами, а это как бы основа всего. Поэтому даже, знаете, есть из опыта, я как-то была на одном семинаре в Москве, и ведущий семинара задал вопрос в зал: поднимите руки, кто с экономическим образованием, там пару человек, бухгалтерским вообще ни один человек, техническим весь зал поднял руки. То есть вот тогда, в то время, наверное, мы были та прослойка, которая пострадала сильнее всего. Закрывались предприятия, мы были не востребованы. Работу мне, как робототехнику, вообще было сложно найти. Это там 2-3 города. Вот. И, соответственно, все технари пошли в бизнес. Получается так, и бизнес получил, ну, судя по вашему опыту, лучших продажников, потому что 32 года удержаться в этой сфере, и это дорогого стоит. Вот в чем же все-таки актуальность, не актуальность, а вот, наверное, возможность оставаться всегда актуальным? Ведь меняется время, мы смотрим, как меняется рынок, да? Многие магазины уходят, какие-то остаются, мода один сезон одна, другой сезон другая. Вот как вы за этим всем успеваете, что вам помогает? Аналитика. Аналитика. В первую очередь, да, потому что, чтобы держаться на плаву, нужно четко понимать, что нужно именно сейчас. И главное, наверное, главное правило — понимать, кому мы и что хотим продать. Ну, не секрет, что в Якутске сложный, скажем так, покупатели, не то что сложные, есть своя специфика, да, и в посадке, и в ростовке, и в предпочтении, свой культурный код. Мы всегда на это обращали внимание. То есть анализировали, искали те бренды, которые подходят нам, но в первую очередь, наверное, те, которые нам нравятся. То есть если не нравится то, что ты продаешь, это сложно продавать. Ну да, потому что, например, вот в моем гардеробе, в гардеробе моих детей, моего мужа есть вещи из ваших магазинов, потому что действительно они хорошо сидят. Вот у меня муж очень такой плотный, широкий, да, и вот под него у вас в ваших магазинах всегда есть размеры. В других, ну, бывает проблематично найти такое. И он низкого, невысокого роста, но такой вот полный. И я уверена, что у каждого горожанина, кто живет в Якутске, да, есть вещи в гардеробе именно из ваших магазинов. И это ваша большая заслуга действительно правильно подбирать, наверное, коллекции, да, под климат, под климатические условия, потому что и я заметила еще такой очень важный момент — это сезонные продажи. Вот здесь, вот, может, вы дадите какой-то совет, не знаю, начинающим предпринимателям, вот как грамотно подойти к этому? Потому что многие считают, что сезонная распродажа — это так: а я сейчас подниму в 2 раза цену и поставлю скидку. Вот как это работает? Это прям ошибка. Никогда нельзя обманывать покупателя. Это вот то правило, с которым мы живем.
У нас есть книга знаний, которую я сама писала много лет, и там основное правило: у каждого покупателя есть право на ошибку, да, и нужно быть всегда честным. То есть если это распродажа, то это распродажа. Поэтому изначально надо считать, надо выстраивать цену таким образом, чтобы у вас была возможность давать скидки, и без них вообще невозможно, потому что многие хотят купить, не могут, и нужно дать возможность людям все-таки купить то, что они хотят, оценить, да. Заплатив много денег, не значит, что хорошо, поэтому дать возможность. Мы всегда говорим, когда спрашивают, почему такие большие скидки, ну для того, чтобы вы померили, поносили и поняли, что да, мне это подходит, и возвращались к нам снова и снова. И, соответственно, если приходят с возвратом, с обменом, еще с чем-то, мы всегда делаем это с удовольствием, это главное правило, вообще без проблем. Меняем, и система лояльности работает. Да? Если постоянные клиенты, то хорошие скидки, потому что это возврат людей к нам, доверие, понимая, что они всегда могут к нам прийти, поменять, получить какую-то выгоду. Кто-то ждет распродажи. Это очень важно, это нужно делать. Как вам удается балансировать между глобальными модными трендами и запросами местного покупателя? Потому что если посмотреть, например, коллекции популярных, допустим, брендов, да, они совсем очень далеки от того, что есть в ваших магазинах. Ваша одежда, она, мне кажется, более практичная, что ли. Ну так это и основа бизнеса. Я уже сказала, что мы анализируем спрос. У нас, во-первых, есть обратная связь всегда от магазинов. Я сама приезжаю с каждым общаюсь, с каждым продавцом, вообще со всеми, кто есть в магазине, спрашиваю. И все мне говорят, что спрашивают. Подошли модели, не подошли, бренд какой-то новый заходит, да. Тоже обратная связь. Каждый вторник у нас онлайн-собрание, где бы мы ни находились. Мы собираемся, и все магазины рассказывают, что спрашивали, что нравится, что не нравится, что продается, что не продается. То, что не садится, не нравится, сразу переходит в распродажу. То, что нравится, мы работаем, значит, в этом направлении. Но я сама просто очень много лет была в зале, и сейчас я люблю находиться в зале, люблю общаться с покупателями. И я всегда смотрю, наблюдаю, в чем ходят, что спрашивают, разговариваю с людьми, что бы вы хотели. То есть все строится на доверии, на вот этой обратной связи. Без нее бизнеса просто не может быть. Нужно понимать, кто твой покупатель, что он хочет, и сделать все возможное, чтобы привести именно этот товар. Получается, что у вас такой уникальный бизнес, что вы как будто всегда рядом и всегда позаботитесь о том, что привезете то, что человеку нужно. Лишнего ничего не будет. Такой какой-то больше такой разумный подход к разумному потреблению. Ну так это же главное. Нужно понимать, кто твой покупатель. И, допустим, у нас ведь есть магазины и в других городах. И знаете, с чем мы столкнулись? Что даже вот в одном городе, в разных локациях, разный покупатель. Это удивительно. Даже здесь, вот в Якутске, у нас вот были магазины же в разных торговых центрах. Да. То есть апельсин — это все-таки одна категория людей, а ЦУМ — это другая категория людей. То есть вот и везде мы перестраивались. Мы, допустим, меняли даже ассортимент. То есть одни цвета продавались в одном лучше, в другом другие. И всегда вот анализировали, вот я говорю, основа аналитика, и быстро принимали решения поменять, перенести, где лучше туда перенести товар и так далее, вплоть до брендов. Расскажите о решении открыть торговый дом «Ленские столбы». Вот где сейчас представлены изделия местных дизайнеров, местных модельеров, да? И что вас подвигло на этот шаг? Как вы решились на такую миссию? Потому что это очень серьезный шаг — поддерживать местный бизнес. Ну да, вот вы начали, как вы решились на это. Ну, наверное, для нас, мы вот с мужем думали, это как раз вот то, к чему мы шли, наверное, всю жизнь. Потому что мы всегда выстраивали, стремились построить пространство, где людям было бы комфортно. Вот это основная наша всегда была задача. Первый проект, такой осмысленный, джинсы,
Это вот такой мини-город, да, внутри города, с улицами. У нас стоят фонари, скамейки. И мы, ну, как бы представляли себе, что это вот ты заходишь, можешь там посидеть, просто пообщаться, можешь пройтись там, ну, мы называем это кварталы, я называю кварталы, да, кварталы, где молодежная мода, где мужское, где дети, где аксессуары, то есть походить, посмотреть, не обязательно покупать, а просто, может быть, где-то вдохновиться. То есть мы всегда строили именно вот такие пространства. Особое внимание мерчендайзингу, витринам. Я очень часто сейчас слышу, что мы одни в городе делаем витрины. Да. И я прям, честно, удивилась, потому что мне казалось, что все-таки ну, уделяют этому внимание. Ну, те же самые сети, да, скажем, большие сети. Но потом я стала анализировать, даже в Москве мы отличаемся, потому что для меня это, наверное, не столько даже бизнес, да, сколько творчество. Мне очень хочется, чтобы люди приходили и, глядя на наши витрины, просто вдохновлялись, да, и витрины же это первый покупатель. Конечно. Если мы интересны, к нам зайдут, а дальше уже там от нас зависит, как мы встретим, да, что мы там будем рассказывать, показывать и так далее. И для меня это прям вот, ну, хобби, наверное, даже. Мне очень нравится, и всегда они разные. И когда мы их делаем, наш персонал, вот, ну, как будто бы действие, знаете, какой-то спектакль, все участвуют. С удовольствием участвуют, делают все своими руками. Это объединяет команду, просто, ну, как бы превращается в такой, как бы съемочный, я бы сказала, Павильон. Процесс. Да, павильон, да, где декорации, где все участники, кто-то там что-то кроет, кто-то шьет. У нас все талантливые, вот абсолютно все, и боятся этого, а я даю им возможность раскрыться, да, и все с удовольствием это делают. Естественно, руковожу, все там много своими руками делаю, но это все и людей вдохновляет, которые к нам приходят. Сейчас я встречаю молодежь, которая училась на наших витринах. Мне реально сейчас у нас работает парень, когда пришел на собеседование, 5 минут мне хватило, чтобы понять, это наш человек. Он знает вообще все, что мы делали, а это вот оборудование оттуда. Я говорю, тебе сколько лет, ты все знаешь? Это прям интересно было. Он говорит, а я вот вырос на ваших витринах, и сейчас он работает мерчендайзером и с нами сотрудничает. И, ну, для меня это награда, высшая награда, потому что я понимаю, что все, что мы делаем, не зря, что это польза, что не только для нас, но и для других людей. Люди этим вдохновляются, но и главное, к нам приходят для каждого бизнеса. Главное — это поток покупателей. Без потока, без проходимости бизнеса нет. Поэтому все, что мы делаем, направлено на то, чтобы люди к нам приходили и получали удовольствие. И получается, вот именно создание Ленских столбов, вот этого торгового дома, вы это восприняли как смысл, получается, вашего, ну, да, вашей, я, ну, как не ответила, ваша миссия, да, не ответила я. Вообще вы меня останавливаетесь. Я очень люблю рассказывать про то, что мы делаем. Да, вот мы создали вот эту площадку. Это open space, да, площадка. Таких площадок в Якутске практически нет. Ну, я не знаю, вот чтобы открытое пространство, и там были разные бренды. Нет. Это везде в торговых центрах отдельные магазины, да, отдельно стоящие. У нас такие тоже были, да. Но основной, самый успешный — это все-таки вот проект Джинса. И вот то пространство, как мы выстроили, оно прям подходило для того, чтобы оставить, оставили европейские, оставить российские, якутские бренды. Как сподвигло, ну, 22-й год, это был толчок для всех, мне кажется. Мы в один день остались без поставок. У нас был выстроен годами бизнес, который просто вот нам позвонили, поставщики сказали, что все, как бы поставок больше не будет, вы не имеете права продавать товары под брендами. У нас вот месяц-два, не знаю, была такая пауза, да, ну, как бы осмысление, что ли, что делать.
как быть, и даже не то, что как двигаться дальше, а как быть с договоренностями. У нас же большая сеть, там и есть партнеры, перед которыми у нас тоже обязательства. То есть больше нас вот это волновало, потому что нельзя было обманывать, надо было как-то закрывать. Были же предоплаты за товары и так далее. Вот. Но мысль о том, что делать универмаг, она сразу возникла. То есть мы поняли, что надо просто менять на наших. Конечно, были сомнения. Я тогда себе представить не могла, что у нас столько Дизайнеров. Я правда, я представить себе это не могла. И вот то, чем год, да, мы вынашивали этот проект, я просто с нашими ребятами ходили мы по рынкам, по маркетам, смотрели, присматривали бренды и разговаривали, встречались, объясняли. Никто не понимал вообще, что это такое. Я пыталась донести, как это работает. И, в общем, пришел момент, когда мы с моим партнером, это наш вот сотрудник, который с нами с 18 лет, мы приняли решение: давай открывать. Вот откроемся как есть, начнем работать, и дальше люди будут просто вникать и сами будут приходить. Но так оно и случилось. Вот в августе прошлого года, 30-го, мы открылись с определенным, скажем, с определенной командой дизайнеров. И потихоньку сейчас у нас уже больше, около 50 брендов стоит на нашей площадке. Здорово. Это просто, не знаю, мне кажется, это ваша большая заслуга, что именно 50 брендов Якутии находятся в одном. В целом якутских около 40. У нас есть еще и с республики к вам привозят? Да, у нас есть бренд из Нерюнгри. Потом вот то, что вот сейчас мы поставили уже несколько брендов с Дальнего Востока. То есть это вот процесс за год, да, мы как-то очень быстро, мне кажется, идем, но это и вдохновляет, и в какой-то степени большая такая ответственность перед брендами, которые к нам приходят. В общем, сейчас около 50, а якутских около 30 с чем-то, около 40 брендов. Вот хотелось бы все-таки, наверное, более подробно рассказать телезрителям. Вдруг кто-то сейчас, не знаю, в Тате сидит за экраном, да, телевизора и смотрит, и думает, как попасть мне в Ленские столбы. Вот она мастерица, там что-то делает, да, или у нее уже поставленное производство, но она никак не может выйти на большой рынок. Вот как это сделать? Основной критерий должен быть бренд. То есть должен быть зарегистрированный бренд. Мы все-таки не про рынок, не про маркет, да, не про маркеты, мы про бренды. То есть мы собираем на площадке именно бренды с названием, уже с определением себя, кто я, что я, чем я занимаюсь, и, соответственно, встречаемся. Встречаемся лично всегда. Очень важно понять, насколько дизайнер понимает то, что он делает, насколько он грамотен, это очень важно. И либо мы даем совет, что нужно сделать, чтобы к нам прийти, прям объясняем, как, допустим, зарегистрироваться, если нужна маркировка, как это сделать. То есть мы ведем беседу, если бренд нам подходит в плане, что значит подходит, то есть он юридически оформлен, да, и, соответственно, мы можем его поставить. Мы и с самозанятыми сейчас работаем, да, и мы определяем вообще формат, то есть как представить бренд. Для нас очень важно, чтобы все бренды были грамотно представлены. То есть у нас пространство разделено по стилю, да, на кварталы, так же, как я вот рассказывала. Да. Очень интересно, кстати. Там прям, когда заходишь, ты сразу можешь сориентироваться, куда тебе пойти. Да, то есть есть молодежка, да, стритвер мы называем, есть аксессуары, какие-то украшения, все это выстраивается в доступности по периметру, есть отдельно бренды посуды, есть дизайнеры более дорогие, фэшн-дизайнеры отдельно стоят. Там, допустим, сахалинцы у нас отдельно стоят, да, и так далее. То есть это прям очень важно, за этим я прям сама слежу, чтобы все грамотно было. И мы каждому даем то оборудование, которое ему подходит. То есть, вы даже оборудование предоставляете? Мы даем все. Мы даем оборудование, вешалки, то есть полный пакет.
Дизайнеру только нужно принести свой товар, и все. Помогаем с мерчендайзингом. При открытии я даже помогаю выстроить полностью корнер. И оборудование мы предлагаем именно то, что нужно. У нас же очень много магазинов закрыто в Якутске вот после всего, что произошло. И у нас прям есть что предложить. Поэтому смотрим, анализируем и вот даем место каждому дизайнеру, то, которое ему подходит. Можете ли вы назвать этот проект успешным? Вот честно прям. Ну, честно, да. Он еще развивается, но то, чего мы добились вот за последнее время, да, успешным в плане узнаваемости. Если мы говорим про бизнес, да, то вот тоже честно, это не про прибыль. Вот сейчас это не про прибыль. К ней еще нужно только идти. Это больше, наверное, про такое социальное предпринимательство, я бы сказала. Потому что ну, наша миссия на самом деле в том, чтобы мы все вместе развивались. Если мы не будем вместе развиваться, то нам одним тоже здесь ну, как бы будет сложно. Потому что очень важно, чтобы люди, приходя к нам, в том числе, находили то, что им нужно. А сейчас большая потребность именно в национальном, да, это в, наверное, понимании себя, потому что то, что делают дизайнеры, это каждый что-то про свое, да, про свое личное, что-то из детства, то, что ему передали предки, я бы так сказала, даже не родители, а предки, потому что у нас многие дизайнеры, которые стоят, говорят про бабушку, да, про бабушку. То есть она там что-то. Я сама такая, мне тоже бабушка там очень много передала. То, что вот я, чем я пользуюсь, то есть через поколение, наверное. И для нас это как бы возможность приводить к нам людей. У нас есть свой бренд «Воск», да, на площадке. И как будто бы вот мы вместе, нам проще идти дальше. А то, что у нас есть свой бренд, это как раз вот подушка безопасности, которая должна быть у каждого бренда, потому что там своя наценка, да, и возможность зарабатывать. А вот то, что связано с дизайнерами, это все-таки больше социальное предпринимательство. Это нужно делать. Если мы не будем это делать, нам просто всем будет сложно. Чем больше наших предпринимателей сейчас выйдут на рынок, тем быстрее мы заменим тех, кто нас так вот, ну что там говорить, кинули же нас. Но мы верили, мы все полностью были одеты в Европу, в европейские бренды, и в один день нам сказали, что мы недостойны. Но мы достойны лучшего, мы достойны своего, оно интереснее, оно круче. Даже уже сами признают, да, зарубежные наши друзья, что ничего себе, оказывается, столько есть российских брендов. Да, есть. И вот с гордостью хочется это развивать, рассказывать, мне это нравится. Я очень люблю наших дизайнеров, они такие самобытные, с ними приятно общаться, я тоже у них учусь. Очень многому учусь, и нашему бренду это полезно. Допустим, для нас, для бренда, рисуют коллекции даже местные художники. У нас такие коллаборации. Да. И это, ну, как бы это тоже способ и нас развиваться, да, и в то же время помогать другим развитию, узнаваемости, даже неизвестным художникам. Поэтому мы с гордостью можем заявить, что указы, майские указы президента России мы исполняем. Исполняются, да. Спасибо вам большое, Ирина Владимировна, за то, что вы пришли к нам в студию, рассказали столько интересного. Просто я очень рада, что именно сегодня вы у меня в гостях. И именно сегодня наши телезрители получили такую уникальную возможность услышать такой опыт. 32 года человек работает в этой сфере, и 32 года человек делает нас с вами каждый день красивыми. Спасибо вам большое. И вам спасибо, что до новых пригласили. встреч. Спасибо огромное. Приду с удовольствием.